Плов, или как его называют на персидском полоу, действительно имеет древние корни, восходящие к Персии. Само слово полоу указывает на его персидское происхождение, а история этого блюда тесно связана с оседлыми народами, которые занимались земледелием и имели доступ к ключевым ингредиентам, таким как рис. Рисоводство, требовавшее определенных климатических условий, активно развивалось на территории Персии и Северной Индии, где это растение культивировалось на протяжении тысячелетий. Исторические упоминания о плове можно найти задолго до формирования узбеков как этнической группы в 15-16 веках. В трудах знаменитого персидского ученого и врача Авиценны, жившего в X-XI веках, содержится описание различных блюд с рисом, которые, возможно, можно считать предшественниками плова. Хотя конкретных рецептов плова, как мы его знаем, в его текстах нет, это подтверждает существование богатой кулинарной традиции, связанной с рисом в Персии того времени. Оседлые народы, такие как персы, таджики и жители Северной Индии, сыграли ключевую роль в развитии аграрных технологий, особенно связанных с выращиванием риса. Именно это позволило создать основу для таких блюд, как плов. Кочевые народы, в том числе предки современных узбеков, преимущественно занимались скотоводством, поэтому традиции выращивания риса у них не было. Тем не менее, к моменту формирования узбеков как этнической группы, плов уже был широко распространен в регионе, включая Мавераннахр, современный Узбекистан. Узбеки, взаимодействуя с оседлыми народами, такими как таджики, персы, переняли традицию приготовления плова, адаптировав его под свои вкусовые предпочтения и развили собственную уникальную версию этого блюда. Морковь, которая теперь является неотъемлемым ингредиентом узбекского плова, не была изначально частью этого рецепта. Происхождение моркови связано с районами Персии и Афганистана, где она изначально была фиолетовой или желтой. Со временем, благодаря торговым путям, в первую очередь Великому шелковому пути, морковь распространилась в другие регионы, включая Среднюю Азию. Персия, находившаяся на пересечении этих торговых путей, сыграла важную роль в распространении не только товаров, но и кулинарных традиций. К X веку морковь, скорее всего, была уже известна в Центральной Азии, и ее добавление в плов произошло по мере распространения культуры ее выращивания. Великий шелковый путь, проходивший через иранские земли, был важнейшим каналом обмена товарами и культурой между Востоком и Западом. И именно благодаря таким торговым связям продукты, такие как морковь, и кулинарные традиции, как плов, распространились по регионам и адаптировались к местным условиям. Это сделало плов не только персидским, но и общим наследием народов Центральной Азии, где каждая культура внесла свои особенности в его рецепт. Таким образом, исторические факты подтверждают, что плов был изначально создан оседлыми народами, в частности персами, а его широкое распространение стало результатом культурного обмена между народами Центральной Азии. Морковь, как и другие ингредиенты, со временем стала важным элементом этого блюда благодаря торговым путям и культурным связям. Кстати, оранжевая морковь, к которой мы привыкли сегодня, была выведена в Нидерландах в 17 веке как результат селекционного скрещивания разных сортов моркови, включая желтую и фиолетовую.